Анализ перехода индивидуальных предпринимателей, применявших такой специальный налоговый режим, как ЕНВД, и перешедших с 1 января 2019 года на налог на профессиональную деятельность, показал значительное снижение сумм уплачиваемого налога, в отдельных случаях в 7 раз, отмечают в Счетной палате. Снижение налоговых поступлений эксперты объясняют несколькими причинами. Во-первых, вероятно, связано это с тем, что недобросовестные предприниматели стали использовать режим налога на профессиональный доход для агрессивной минимизации налогов за счет получения необоснованной налоговой выгоды. Режим самозанятых комфортнее для данных целей, чем режим индивидуальных предпринимателей. Очевидно, что внешне такие участники рынка прикрывают формальное дробление бизнеса путем привлечения родственников и друзей в качестве руководителей и участников-контрагентов, оформляют наемных работников как самозанятых. Так отпадает необходимость в уплате налогов и страховых взносов. Во-вторых, нужно учитывать общее снижение экономической активности. Часто такие лица занимаются репетиторством, оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми, больными, по ведению домашнего хозяйства и иные услуги физическим лицам для личных, домашних и других подобных нужд. В условиях пандемии спрос на них существенно упал, равно как и их стоимость. Вступает в силу очередной этап маркировки изделий, предусмотренный постановлением правительства. Согласно документу, 14 декабря истекает срок, в течение которого участники оборота шин осуществляют маркировку шин, ввезенных в Россию после 1 ноября 2020 года, но приобретенных до 1 ноября 2020 года, и предоставляют сведения о маркировке в систему «Честный знак». Как уточнили в Центре развития перспективных технологий, 15 декабря наступает запрет на продажу шин без кодов маркировки. Согласно постановлению, под маркировку попадают легковые шины, грузовые шины, шины для сельхоз- и строительной техники, автобусов, мотоциклов. Полный перечень изложен в документе. Все находящиеся в продаже изделия должны быть промаркированы кодом Data Matrix, и сведения о них можно будет получить в системе «Честный знак». Продукты отечественного производства не могут настолько сильно дорожать. Для этого нет объективных причин, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ситуация будет урегулирована рыночными методами, но при участии правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минсельхозу внести в правительство проекты конкретных решений, которые помогут стабилизировать цены на продовольствие. Кроме того, Михаил Мишустин поручил создать систему мониторинга цен на социально значимые товары с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Министерству экономического развития дано время до 21 декабря, чтобы проработать детали проекта. Минфин совместно с Минэкономразвития подготовит дорожную карту по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров. Для мониторинга они используют возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы. Появление принципиально новых возможностей, которые дают достижения современной науки и техники, необходимо предусмотреть в региональной стратегии развития транспорта в Якутии до 2035 года. Такое мнение выразили ряд экспертов. По их словам, надземный вид транспорта, в отличие от железнодорожных и автомобильных дорог, не нарушает криолитозону Земли, естественный биоценоз и не занимает значительные земные площади, экологичен и не нарушает традиционный уклад жизни коренного населения. Не менее важно и применение новых технологических инновационных решений для развития аэропортовой инфраструктуры в регионе, например, создание быстровозводимых ледовых аэродромов. Еще один современный пример использования новейших технологий для транспортной стратегии республики – это строительство автономных современных дронопортов. Еще в середине ноября 2020 года Минтранс заявил, что готов дать разрешение беспилотникам на перемещение в общем воздушном пространстве наравне с пилотируемыми воздушными судами.